Встреча Путина и Трампа, миллиард, чтобы отгородиться от Лукашенко, известному рэперу грозит пожизненное и загадочный взрыв в Москве. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Перестрелка в Махачкале, 3 полицейских убиты, среди пострадавших ребенок. Встречи не будет, Трамп не поедет к Путину, а Путин боится вылезти из бункера. В Китае вырастили живой мозг и подключили к роботу. Будущее наступило. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. В Дагестане снова убивают полицейских. 5 мая посреди белого дня 4 вооруженных нападавших открыли огонь по экипажу ДПС. Как минимум один из нападавших был с автоматом или карабином. Он попал на видео, ранен, падает у машины и продолжает стрелять по силовикам. Там же он был ликвидирован. Второго боевика тоже уничтожили позже. 2 других, по предварительным данным, сбежали на патрульной машине. Автомобиль уже найден. МВД сообщает о 3 погибших сотрудниках полиции. Есть и другая версия. 1 убит, 4 ранены. Также в перестрелке пострадала несовершеннолетняя девочка. У нее огнестрельное ранение руки, пишет об этом База. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности встречи с Владимиром Путиным в середине мая в Саудовской Аравии. Но вывозить хозяина Кремля за пределы бункера никто не собирается. Встреча Путина и Трампа необходима, но в мае не состоится. Слухи не подтверждаются. Путин продолжает всячески намекать на то, что хочет встретиться с американским президентом, но хочет, видимо, чтобы приехал тот. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных уровнях экспертных. Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены, не сейчас продолжаются. Но пока какой-то конкретики на этот счет нет. Таким образом, переговоры между президентом США и Путиным остаются в подвешенном состоянии, несмотря на публичные заявления о том, что такой диалог необходим. В Германии начинает формироваться правительство после создания новой коалиции Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца. Борис Писториус, считающийся самым популярным политиком Германии, остается единственным представителем СДПГ, сохранившим свою должность в новом кабинете министров. А новый кабинет стремится к гендерному паритету. Из 7 министров от СДПГ 5 женщины. Среди других назначений от СДПГ Ларс Клингбайль станет вице-канцлером и министром финансов, а бывший президент Бундестага Барбель Бас возглавит Министерство труда. Штефани Хубик, ранее занимавшая пост министра образования в Рейнланд-Пфальце, назначена министром юстиции. Экономисты прогнозируют, что для модернизации вооруженных сил потребуется более 400 миллиардов евро в ближайшие годы. Основными задачами нового кабинета станут восстановление экономического роста и усиление обороноспособности Германии. На юго-западе Москвы прогремел взрыв в жилом доме. По данным МЧС, эпицентр находился в квартире на 9 этаже. Она полностью разрушена. Частично обвалилась и кровля. Пожар вспыхнул на 8 и 9 этажах. Между ними обрушились перекрытия. Дом охватило пламя. Людей срочно эвакуировали. По официальной информации, погибли 2 человека. Их тела нашли на балконе разрушенной квартиры. По данным телеграм-каналов Мэш и База, жертв может быть больше. Пострадали как минимум 5, среди них 2 детей. В районе ЧП развернули пункт временного размещения для жителей, но почему-то версий не так много. Почти через сутки первое официальное сообщение, что это мог бы быть газ. Но это не точно. Что же случилось там, на верхних этажах? Как думаете вы? Пишите свои мнения в комментариях. Израиль призывает резервы. Страна мобилизует десятки тысяч резервистов и запускает план по расширению и углублению военной операции против Хамас. Власти официально подтвердили цель – полный военный контроль над сектором Газа и уничтожение инфраструктуры боевиков как на поверхности, так и под землей. Военный кабинет Израиля единогласно утвердил план завоевания Газы, предложенный начальником Генштаба Цахаль. При полномасштабной наземной операции мы не обязательно доберемся до заложников. Имейте в виду, мы можем их потерять.
Несмотря на это, наступление одобрено. Ожидается, что его реализация начнется после визита президента США Дональда Трампа на следующей неделе. До этого попытки договориться с Хамас о временном прекращении огня и обмене пленными. Параллельно Израиль меняет тактику гуманитарной помощи. Теперь коробки с едой будут раздавать напрямую семьям, минуя склады и логистику, которая мог бы перехватить Хамас. Распределением займутся международные организации и частные подрядчики. Армия будет только охранять периметр. В Литве предложили построить линию Витаутаса Великого на границе с РФ и Белоруссией с минами, рвами, артиллерией, в общем, с укрепленными рубежами. Оппозиционная партия «Союз Отечества. Христианские демократы» предлагает создать полноценную линию обороны в духе времен Второй мировой. Ее хотят назвать в честь великого князя Витаутаса, символа литовской независимости. Как мы могли бы укрепить границу таким образом, чтобы противнику было крайне сложно проникнуть на нашу территорию, чтобы он столкнулся с огромными препятствиями, чтобы мы замедлили его продвижение? Без сомнения, этот план дополнил бы всю нашу оборонную стратегию. Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард евро. Все для отражения потенциальной атаки со стороны России или Беларуси. Все, чтобы отгородиться стеной от неадекватных соседей. В Нью-Йорке начался судебный процесс по громкому делу рэпера и продюсера Шона Компса или Puff Daddy, которого обвиняют в секс-трафике, сутенерстве и рэкете. Компсу, которому 55 лет, к слову, грозит пожизненное заключение, если суд признает его виновным. Сейчас стартует отбор присяжных. Судья лично проводит допрос каждого кандидата, чтобы сформировать объективную коллегию из 12 человек и 6 запасных. Ожидается, что отбор завершится до конца недели, а открытие слушаний намечено на 12 мая. Компс отрицает вину по всем 5 пунктам обвинения и утверждает, что стал жертвой кампании по разрушению его репутации. Но дело осложняется тем, что на него уже подано более 50 гражданских исков с похожими обвинениями. Все началось в ноябре 2023 года с громкого заявления от его бывшей партнерши R&B-певицы Кассандры Вентура, которая обвинила его в систематическом насилии и секс-трафике. Иск был быстро урегулирован за нераскрытую сумму. Вырастить мини-мозг и подключить его к роботу – не вопрос совсем. В Китае ученые вырастили настоящий человеческий мини-мозг и подключили его к роботу, который теперь движется, обходит препятствия и хватает предметы под управлением живой нейросети. Цереброид, так называют эту нейроткань, она выращена из человеческих клеток и обучается, как настоящий мозг, адаптируется к задачам, повышает точность управления. По словам разработчиков, работает лучше, чем искусственный интеллект. Вся система построена на биоцифровом чипе, где нейроны и кремний объединены в одном модуле. Обычные нейроинтерфейсы подключаются к настоящему мозгу, человеческому или животному. А наш интерфейс, мозг на чипе, использует мозг, выращенный инвитро, то есть искусственно, как органоиды, которые выращивают в лабораторных чашках Петри. Для этого мы используем биотехнологии и стволовые клетки. Именно это отличает наш подход от классических нейроинтерфейсов. Это живой мозг внутри железного тела, и он учится им управлять. Киборги больше не метафора, их уже собирают. И нам с вами снова есть чем похвастаться. Нехта с большим отрывом лидирует в русскоязычном Ютубе. Мы вместе с вами достигли хороших результатов и за 3 года забрались на первую строчку в этом непростом новостном деле. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.